В эфире новости IT, технологических событий в последнее время происходит не так, чтобы много, поэтому сразу к делу. Samsung закрывает производство на дезинфекцию после 2 случаев коронавируса. Это коснулось отделения в Соединенных Государствах Америки, точнее в Южной Каролине. Причиной послужило выявление положительных результатов по COVID-19 у 2 сотрудников. После полной дезинфекции ее обещали открыть. Также подразделения Samsung Display сообщили, что намерены остановить заводы в Южной Корее и Китае. Клиенты получат свои заказы до конца года, однако продолжение сотрудничества, судя по всему, ожидать нет смысла. Инвестиции ближайших 5 лет будут направлены на преобразование в Южной Корее для создания производства экранов с квантовыми точками. На этом пути Samsung не одна. В Apple также заявили, что инвестируют почти 11 миллиардов долларов в оборудование и подобные исследования. А небезызвестная LG прекратит производство ЖК-панелей к концу этого года. На этой неделе свой день рождения отметил сотовый телефон. Он заменил нам и стационарный аппарат, и в какой-то степени компьютер, и средства для запечатления важных и не самых моментов жизни. Наш СОПКОР в Петербурге Айсена Бурнашова подготовила материал о том, как люди творчества с помощью смартфона реализуют свои идеи в это непростое время. Выход в интернет, общение в соцсетях, обмен фото, аудио и видеоматериалами. Список возможностей телефона можно перечислять еще очень долго. Так называемая мобила уже давно дала фору ноутбуку и компьютеру, а в период пандемии коронавируса для многих она заменила походы в магазин и даже офис. Новые реалии изолированной жизни раскрыли потенциал гаджета и стали отличным подспорьем для фотографов. Казалось бы, о какой портретной съемке может идти речь, если модель не рядом, да и сам фотограф находится в другом помещении. Оказалось, с мобильным телефоном возможно все. Сейчас в условиях карантина мне совсем не хотелось переставать снимать людей, общаться с ними и создавать красивые фотографии. Поэтому я решила применить способ одного итальянского фотографа – это проводить онлайн-фотосессии. Стабильность и скорость интернета – 2 фактора для качественной онлайн-фотосессии. Также нужно учесть зум на смартфоне и полный вперед – создавать красивые образы. Вызовы современности диктуют нам новые условия, и пока фотографам удалось под них подстроиться. Всегда нужно идти вперед и быть гибким в любом случае. И сейчас в условиях пандемии коронавируса мы видим, что фотографы это сделали и справились. Я считаю, что для Якутии такой формат онлайн-съемки как раз таки подойдет, учитывая наши большие расстояния между населенными пунктами. А ведь первоначальная функция мобильного телефона – голосовая связь. Но никто и подумать не мог, что с момента создания у него появится целый арсенал возможностей. Это уже не просто техника. Мобильный телефон будет нас по утрам, следит за ритмом сердца, провожает до адреса, если потерялись, и как настоящий друг всегда находится рядом. В Москве для выхода из дома надо получить QR-код на сайте mos.ru. В столице подготовлена система регистрации. Она включает в себя такие данные, как фамилия, имя, отчество, адрес проживания и цель выхода. Аптека, продуктовый магазин и другое. Получаете QR-код, и если вас остановит сотрудник, то предъявляете его и идете дальше. Наш СОПКОР в Москве рассказал, что подобные меры применяются не ко всем, а только к тем, кто явно нарушает распорядок. Жарит шашлыки, собирается большими компаниями и совершает прочие непотребства в период самоизоляции. Закон о предустановке российского ПО на смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты приостановлен. Его реализацию перенесли на 1 января 2021 года. Дело в том, что эта мера вошла в список просьб участников IT-индустрии, которые были переданы отечественной Минкомсвязи. Напомню, что для каждого из видов гаджетов будет разработан свой перечень ПО для обязательной предустановки. Как предполагается, на продавающихся в России смартфонах необходимо будет установить поисковики, антивирусы, приложения программы навигатора, мессенджеры, приложения социальных сетей, приложения госуслуг, а также платежного приложения системы МИР Pay. ТВ-приставки и телевизоры с такой функцией будут иметь 20 обязательных каналов свободного доступа. Падение скорости интернета и его соединения заметили все. Но немногие знают, что зачастую этих проблем можно избежать простыми, но действенными методами. Юлия Великодная расскажет, как правильно выходить во всемирную паутину в период перегрузки и шагах, которые местные провайдеры сделали навстречу пользователям.
Микроволновые печи могут ухудшить сигнал Wi-Fi, так что не пользуйтесь микроволновкой, когда делаете видеозвонок, смотрите ролики в HD-качестве или заняты чем-то важным онлайн, призывают эксперты. Вот еще несколько советов британского медиарегулятора. Поставьте свой роутер подальше от другой техники, лучше на стол или полку, чем на пол. Договаривайтесь о звонках в менее популярное время не в ровно или половину. Для оптимальной скорости подключите компьютер к роутеру кабелем, а не Wi-Fi. По возможности не пользуйтесь телефонным удлинителем, он может создавать помехи для интернета. Перебивать сигнал могут и беспроводные телефоны, радионяни, галогенные лампы, выключатели света с регулятором яркости, музыкальные центры и колонки, телевизоры и мониторы. Отключайте устройства, которыми не пользуетесь. Они часто даже в спящем режиме используют интернет. Рекомендуется также не забывать обычный телефон и пользоваться им из-за возросшей нагрузки на мобильные сети. Что касается льгот, то технический центр телевидения и радиовещания Якутии снизил стоимость интернета на 50% на время недельного отдыха. Для дистанционной учебы и работы предприятие предоставляет своим абонентам в Якутске, Ленске, Бердигистяхе и Сангаре интернет до 70 мегабит в секунду. Запускается временный тарифный план «Удаленка» с увеличенной скоростью доступа, который будет действовать до окончания дистанционного обучения и будет стоить 700 рублей. Заявки принимаются как от новых, так и действующих абонентов ТЦТР на сайте предприятия, по электронной почте или по телефону. В принципе, готовность у нас высокая. 86% населения у нас имеет доступ, возможности подключения высокоскоростным линиям связи. 14% у нас находится на спутниковом сегменте, на который мы сейчас ведем работу с Минкомсвязи Российской Федерации, ГПКС, по расширению каналов на время карантина. Ростелеком тоже принял комплекс решений, нацеленных на бесперебойное предоставление услуг связи. Например, для домашнего интернета компания увеличила мощности до максимально возможных, обеспечила возможность отложенного платежа без комиссии. Это касается также представителей малого и среднего бизнеса. Даже при задолженности не будет блокироваться услуги связи. Для домашних телефонов Ростелеком ввел по всей стране бесплатные звонки внутри сети, открыл доступ к фильмам и к цифровому сервису образования за 1 рубль в месяц. Также Ростелеком и Литрес открыли для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке на 150 тысяч электронных книг. Все инициативы действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации. Самым громким игровым анонсом этой недели стал ремейк культовой игры Resident Evil 3. Вирус корпорации Umbrella совпал с распространением пандемии в реальном мире. И все отсылки, желание разоблачить биологов и показать правду в нынешних условиях воспринимаются совершенно иначе. Оценки на Reddit на старте перевалили за 80%. Вроде бы все есть. Готовая фан-база, история, узнаваемые герои, но так ли хорош оказался перезапуск? Давайте разбираться. Из объективного. Прохождение занимает в среднем 3,5, максимум 4 часа. Графика перекочевала с ремейка второй части, которая в свою очередь перекочевала из 7-й. Используются локации со все того же второго перезапуска. А стоит игра ни много ни мало 2000 рублей на Steam. Теперь к субъективным аспектам. Сюжет – нелогичная тягомотина. Убегаем от Немезиса, когда его получается свалить с ног не добиваем, и это продолжается снова и снова и снова. Главная героиня Джилл Валентайн воскресает и из пламени, и после катастрофы поезда, и успевает выскользнуть из чанок с кислотой, и гранатомет ее не берет, и энергетической пушкой размером в 2 раза больше себя орудует, как ни в чем не бывало. Откуда взялись настолько хвалебные отзывы в уважаемом нами издательстве Stop Game и менее уважаемых игромании и Канобу, неясно от слова совсем. В общем и целом, на безрыбье и рак щука, если совсем нечем заняться, в это время, наверное, можно побаловать себя или поностальгировать. Для всех тех, у кого вышесказанное вызвало аллергию, строго проходим мимо. Ну а на это пока все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.